Это программа «Актуальное интервью», в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта республики было создано для представления Якутии на российских и международных рынках. Инвесторы могут обращаться в агентство по любым вопросам, связанным с инвестиционной деятельностью в республике, от предоставления информации для подготовки бизнес-планов до оказания содействия при реализации проектов. Более подробно о деятельности агентства мы сегодня и поговорим. Гости у нас в студии Юлиана Деряхова, заместитель генерального директора агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха-Якутия. Юлиана Егоровна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и прежде всего, Якутия вошла в число регионов, где реализует региональный инвестиционный стандарт. Какова цель стандарта и какие инструменты для привлечения инвестиций в регион предусмотрены? Республика Саха-Якутия в 2023 году наряду с 70 субъектами Российской Федерации успешно внедрила региональный инвестиционный стандарт 2.0. Всего участвовало 84 субъекта Российской Федерации. Целью стандарта является создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности. Региональный инвестиционный стандарт содержит 5 элементов. Это инвестиционная декларация, которая содержит в себе цели инвестиционного развития, сведения о доступных мерах поддержки, институтах развития бизнеса. Инвестиционную команду у нас в Республике Саха-Якутия возглавляет глава республики Айсен Сергеевич Николаев. Особая значимость инвестиционной декларации заключается в том, что она закрепляет инвестиционные обязательства республики перед инвестором по неухудшению условий ведения инвестиционной деятельности вне зависимости от форм собственности. Следующим немаловажным элементом является свод инвестиционных правил. Это пошаговый алгоритм действий инвестора для получения разрешительной документации, такие как, например, подключение к электросетям, газоснабжению, водоотведению, получение разрешения на строительство, доступу к инфраструктуре. Все это делается для того, чтобы путь инвестора был сокращен. У нас цель сократить на 35% и был прозрачным. То есть алгоритм содержит всю необходимую информацию, по какие документы необходимы, в какие сроки пошагово эти действия должны быть совершены. Эта информация у нас содержится на инвестиционном портале investyakutia.ru, где бизнес может ознакомиться со всеми данными. Также в республике у нас действует инвестиционный комитет. Это площадка для обсуждения спорных вопросов бизнеса, для тех моментов, которые у нас оглашены в инвестиционной декларации, то есть это не ухудшение условий ведения бизнеса. Также в рамках инвестиционного комитета деловое сообщество может предложить какие-то меры для снижения административных барьеров, и такие меры для нас тоже очень нужны и важны. К примеру, в прошлом году по итогам инвестиционного комитета в Республике Саха-Якутия был принят закон о территориях развития местного производства. И в 2023 году уже начата работа по запуску территории развития местного производства в Хангаласском и Горном Улусах. И в этом году планируется запуск таких территорий в Мернинском и в Намском районах. Функции агентства развития выполняем мы, агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Мы оказываем услуги инвесторам комплексно по принципу одного окна от идеи до реализации, в том числе по своду инвестиционных правил. И последним элементом, можно сказать, новым является инвестиционная карта. Это платформа, где содержится вся информация о республике, о социально-экономических показателях, об инженерной и транспортной инфраструктуре, о полезных ископаемых, и тарифах, мерах поддержки и так далее. И на инвестиционной карте хотелось бы остановиться более подробно. Какие возможности она предоставляет?
Но инвестиционная карта, она предоставляет довольно-таки широкий круг возможностей для инвестора. Ну, если сказать по-простому, инвестор, сидя у себя в кабинете, скажем, ну, в другом регионе, либо в Москве, одним взглядом может посмотреть на карту, увидеть для себя, выбрать для себя свободный земельный участок на той или иной территории, посмотреть доступную инфраструктуру, инженерную, дорожную, свободные мощности и полезные ископаемые, которые находятся на вот прилегающей территории. Сейчас агентство ведет две инвестиционные карты. Это карта макрорегиона, единая карта Дальнего Востока и Арктики. И вот буквально на днях будет запущена инвестиционная карта Российской Федерации, где мы внесли данные по около 200 земельным участкам и площадкам, более 1000 общераспространенных полезных ископаемых из нераспределенного фонда и, конечно же, информация по инфраструктуре энергетической, газовой, дорожной и по свободным мощностям. Каким образом инвесторы могут обратиться в ответственные органы власти по вопросам реализации инвестпроектов? С прошлого года у нас работает механизм обратной связи на базе Центра управления регионом Якутии. Существует платформа обратной связи. Также инвестор может обратиться посредством обращения через портал инвестиционный, на платформу обратной связи органов исполнительной власти, ресурсоснабжающих организаций. Вопросы инвесторов и бизнеса могут, ну, если это простые вопросы, то они обрабатываются в кратчайшие сроки. Если это вопросы комплексные, то, как правило, они маршрутизируются тому или иному ответственному органу исполнительной власти, либо ресурсоснабжающему предприятию. И мы, как агентство, как маршрутизатор данного механизма, удостоверяемся, чтобы в течение 30 дней ответы по существу были даны тому или иному бизнесу, которым был направлен вопрос. Расскажите, какая работа проводится агентством в части внедрения инвестстандартов в районах республики? Но так как мы уже успешно внедрили региональный инвестиционный стандарт, сейчас эта практика уже переходит на муниципальный уровень. С прошлого года мы начали внедрять муниципальный инвестиционный стандарт, который содержит 10 элементов, ключевыми из которых являются ключевой показатель эффективности главы муниципального образования, наличие совета при главе муниципального образования по инвестиционной деятельности, механизм обратной связи, ну и несколько других элементов. Да. По ним мы уже активно начали методологическую подготовку и помощь нашим представителям в муниципальных образованиях. По всех 36 муниципальных образованиях у нас есть муниципальные инвестиционные уполномоченные, которые очень тесно работают с нами, с Министерством экономики, для того, чтобы уже в муниципалитетах эти элементы были уже внедрены. И Министерством экономики проводится мониторинг, и раз в год проводится рейтингование муниципальных образований по состоянию инвестиционного климата в муниципальных образованиях. И вот внедрение этих 10 элементов будет интегрировано в рейтингование муниципальных образований. А вот скажите, ведется ли контроль внедрения инвестстандарта в муниципалитетах? Да, мы практически ежедневно проводим эту работу методологическую и ежемесячно проводим мониторинг внедрения всех элементов. Конечно, мы сейчас на такой более начальной стадии. Сейчас у нас ведется такая методологическая работа, но наша цель к концу 2024 года во всех 36 муниципальных образованиях внедрить все эти 10 элементов. Какие планы по развитию инвестиционного стандарта стоят перед агентством сегодня? Но сейчас уже обсуждается внедрение также
регионального инвестиционного стандарта 3.0. Конечно, нынешняя экономика требует того, чтобы все эти меры, они совершенствовались, усилялись, и мы довольно-таки активно, даже можно сказать проактивно, входим во все пилотные проекты федеральных органов исполнительной власти и болеем за то, чтобы инвестиционная деятельность нашей республики была очень эффективной и были созданы все меры для развития бизнеса. Что ж, Юлиана Егоровна, спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Увидимся в эфире.